Изначально общий творческий смотр силовики, похоже, рассматривали как музыкальный баттл. В программках остались такие номинации, как хореография, авторская песня, но на сцену исполнители выходили уже не как конкурсанты. И, наверное, это правильно. Чисто профессионально судить никто не решился. Большинство из них это не профессиональные исполнители, а люди, для которых это время досуга, скажем так. Поэтому понятно, что те, кто профессионально поет в Сыктывкаре, отличаются от тех, кто самодеятельно поет, скажем, в Усогорске. Но каждый подбирал себе репертуар сам, и в том числе авторские произведения. И я считаю, что уровень будет хороший. Хороший уровень – это песня Вики Цыгановой «Офицеры России» в исполнении майора юстиции Ольги Иванченко. Старший следователь по Сыктывдинскому району спела воодушевленно и накануне Дня Победы вложила в произведение свой посыл. Наверное, возможность сказать тем ветеранам, которые сегодня присутствуют в зале, спасибо за то мужество, за, не знаю, наверное, ту силу духа, наверное, которую они проявили в годы Великой Отечественной войны. Сказать нам свое спасибо, как мы гордимся тем, что благодаря им мы можем жить, стоять на этой сцене и возможность сказать им спасибо. Настоящую проникновенную историю в песне «Письмо отца» рассказал подполковник в отставке Алексей Чернюк. И это тоже был хороший уровень. Часто принимал участие вот в таких мероприятиях. И есть такая серия целых песен, есть у меня в моем исполнении, и давно это. Вот просто остановился в этот раз на этой песне. А для семьи Лохановых, прапорщиков службы исполнения наказаний, концерт стал отличной возможностью продемонстрировать свои хореографические задумки. И они показали свою историю любви. Вообще изначально номер как бы не был у нас сделан под 9 мая. Но я думаю, что истории в жизни в войне были разные. И мужчины возвращались, женщины их умирали. Также было наоборот. Но вот в нашем случае получилось так, что мужчина пришел с войны, его жена, девушка, неважно кому как, она болеет. Пришла такая грустная история. В общем, как раз тема, она будет актуальной 9 мая. Не менее волнительно в это время было и в зрительском зале. Министр внутренних дел Виктор Половников под гром аплодисментов поздравил с наступающим праздником живую легенду правоохранительных органов Федора Григорьевича Симпелева. В ноябре у него вековой юбилей. Максим Васильев, Артем Соколов, телеканал Юрган, Сыктывкар.